С прошлого года управляющая компания научно-образовательный центр Республики Башкортостан предложила вузам, которые являются участниками Евразийского НОЦ, создать центры развития компетенций. То есть это такие рассосредоточенные аудитории по различным вузам. Уже несколько вузов открыли эти аудитории. Это авиационный университет, аграрный. И вот сейчас мы открываем наш Центр развития компетенций Евразийского научно-образовательного центра. Цель этой аудитории – это создание пространства для молодых ученых, для студентов, чтобы они могли развивать свои мягкие компетенции, то есть это коммуникации, IT-компетенции. Организация взаимодействия между производством и между вузами, да, вот этого, наверное, самого больше, чего не хватало всегда, и не только у нас в республике, а везде. И вот это взаимодействие как раз и должно осуществиться в рамках этого Евразийского НОЦ. Те проекты, которые вошли в Евразийский НОЦ, они именно связаны с конкретными производителями, с конкретным производством. Отрадно, что и наш вуз принимает участие, это и по нанотехнологиям, это и по альгологии, но я всегда подчеркиваю о том и говорю своим коллегам, ректорам вузов, что самая главная задача нашего вуза – это немножко поменять обучение в школе. Если мы сегодня в школе ничего не поменяем, то грош цена Евразийскому НОЦ, потому что завтра школьники не будут знать, а что с этим делать. Поэтому наша основная задача и те проекты, которые опять-таки в науке есть, они направлены на улучшение качества образования в средней школе, и мы очень надеемся, что это будет применимо уже в ближайшее время. Это и наша платформа по профдефицитам, это и цифровой тьютер, да, это и образовательная генетика, это и много других разных направлений, чем то, что действительно отличает наш педагогический от других. Ваш университет в этом проекте должен на следующий год стать таким главным методическим центром и осуществлять методическую поддержку, в том числе и тем школам, и тем районам, которые будут заявляться на это. Если в этом году это было выборочно, несколько районов, потому что пилот невозможно делать на все школы. Там, вот пилот прошел, он показал то, что действительно дети вовлечены, и это там не желание там, того или иного учителя, да, и я хочу там в кабинете, чтобы химия, у меня там появилось 10 колб, да, новых. А именно то, что хотят дети, какие центры, какие точки роста. Готовьтесь, давайте совместно действовать, и в том числе данная аудитория, да, это то, что должно быть не просто стоять и красиво показывать, то, что должно работать там, 20 часов в сутки, должны там, студенты, преподаватели, молодежь, аспиранты проводить какие-то мероприятия, в том числе и для школьников. Ну и совместно, естественно, дорожная карта по проведению тех или иных когортных мероприятий должна у нас с вами появиться. Спасибо большое, что вы так оперативно выбрали аудиторию, оперативно сделали ремонт, и, в общем-то, получилось так очень красиво и хорошо. Спасибо вам. Ну, по нашему проекту мы разработали уже прототипы, причем два прототипа. Это суспензии водорослей хлорелла вулгарис и псевдококамикса симплекс. То есть это практически готовый продукт, который можно использовать в качестве биопестицида и стимулятора роста овощных культур. Кроме того, мы продолжаем испытание эффективности и других суспензий других водорослей, то есть мы продолжаем поиск других кандидатов водорослей для того, чтобы на их основе разрабатывать какие-то новые препараты.